Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке. И сейчас мне сообщают, что связь с Домом правительства прервалась. Мы пытаемся наладить ее и выйдем с брифингом попозже. А сейчас переходим к выпуску новостей. Дети из многодетных семей получат приоритет при поступлении в вузы. В скором времени Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в этом году, чем новый сайт будет полезен для школьников. В Алекминске возникла проблема нехватки пожарных гидрантов. Это касается и пожарных водоемов. Есть ли выход из ситуации? Дети из многодетных семей получат приоритет при поступлении в вуз. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в марте. Он уже получил положительное заключение правового управления Госдумы и правительства. Как сообщила «Известиям» сенатор Инна Светенко, в январе проект закона также поддержало Министерство высшего образования и науки страны. Поддержан он и большинством регионов. Таким образом, принятие закона о приоритете при поступлении в вузы для детей из многодетных семей ожидают в первом чтении, рассказала сенатор. Начиная с сегодня, предприниматели Якутии могут предоставить информацию о своей деятельности через единый портал госуслуг в органы статистики. Срок предоставления отчета через портал госуслуг до 1 мая. Также сведения принимаются до 1 апреля через систему веб-сбора Росстата. Помимо этого, можно подать заполненные анкеты в бумажном виде в органы статистики. В отличие от других выборочных обследований, под наблюдение попадают все субъекты малого бизнеса. В Якутии должны отчитаться более 40 тысяч респондентов, из них 75% – это индивидуальные предприниматели. Обращаем внимание, что особенностью экономической переписи в этом году является возможность предоставления отчетности через единый портал государственных и муниципальных услуг – это госуслуги. Срок до 1 мая 2021 года. При этом для индивидуальных предпринимателей необходима только подтвержденная учетная запись физического лица на госуслугах. С наступлением нового месяца россиян ждут новшества и изменения. В марте вступят в силу несколько новых законов. Отметим главное из них. 1 марта станет последним днем, когда действуют некоторые временные меры, введенные в период пандемии. Начиная со 2 марта не действует беззаявительный порядок назначения детских пособий малообеспеченным семьям. Речь о выплатах на детей, родившихся с 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов. Для продления такой выплаты на новый срок нужно будет снова подавать заявление. Семьи также будут обязаны извещать органы соцзащиты и пенсионный фонд о смене места жительства, фактического проживания и об обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. В самом конце месяца, 31 марта, завершается срок действия еще нескольких мер поддержки россиян, которые были введены на период пандемии. Во-первых, должен прекратить действие временный порядок регистрации безработных и выплаты пособий по безработице. Упрощенный порядок уходит в прошлое. Во-вторых, в конце марта истекает срок, в течение которого можно обратиться за детскими выплатами, объявленными в декабре 2020 года. Речь о единовременных выплатах по 5000 рублей на детей до 8 лет. Если кто-то из родителей не успел подать заявление на такую выплату, самое время это сделать. И, наконец, банки и микрофинансовые организации смогут отказаться от собственных программ предоставления кредитных каникул заемщикам, которые столкнулись с падением доходов в пандемию, а также вернуться к назначению пений и штрафов за просрочку задолженности. С 1 марта у многих продавцов появится обязанность принимать карты системы МИР к оплате. Начать обслуживать по картам МИР должны будут организации с выручкой, превышающей 30 миллионов рублей за предшествующий календарный год. Законом также устанавливается поэтапное снижение порога выручки. С 1 июля 2021 года данный порог снизится до 20 миллионов рублей.
Начиная с 1 марта получить согласие на распространение персональных данных граждан по умолчанию будет нельзя. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации, на это фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, электронная почта, адресы и так далее, может использоваться публично, на что останется приватным. По первому запросу пользователей операторы будут обязаны удалять персональные данные. В марте этого года портал Госуслуги ждет глобальное обновление. Новый портал должен будет стать более технологичным и лучше подготовленным к высоким нагрузкам. Известно, что сначала на новый портал переведут 20 самых популярных услуг, а до конца этого года уже более 100. На госуслугах появится голосовой помощник, изменится оформление личного кабинета, появятся тематические приложения «Авто», «Здоровье» и «Дом». Мы возвращаемся к брифингу на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на понедельник, 1 марта. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите об эпидситуации на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управлением Роспотребнадзора по республике, на 1 марта 2021 года в республике выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске, в столице республики, выявлено 28 случаев, в Мирнинском районе 3, в Мюрренгринском 2 случая. По одному случаю зарегистрировано в 7 районах республики. Таким образом, у нас на настоящий момент в 10 муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия продолжает оставаться выявление случаев новой коронавирусной инфекции. В связи с чем оперативным штабам данных районов и муниципальных образований, а также непосредственно учреждениям здравоохранения и управления Роспотребнадзора предписаны определенные действия, необходимые для осуществления ограничений распространения коронавирусной инфекции в этих муниципальных образованиях. За сутки в воскресенье проведено 603 исследования. Всего с начала пандемии в республике обработано 967 633 теста. Необходимо обратить внимание на то, что продолжают вакцинацию у нас на территории республики граждане республики. Меньше всего у нас, к сожалению, провакцинировано в Анабарском, Булунском, Верхоянском, Устьянском, Чурапчинском, Вено-Бытантайском и Момском районе. Действительно, это зависит и от того, что у них небольшое количество населения в этих районах, и о том, что принято решение направить в дальние поселения этих районов вакцину в связи с тем, как только логистически вакцина будет доставлена. Я думаю, что и они в эти районы, свою норму по вакцинированию, которая для них определена, также выполнят. Сегодня необходимо обратить внимание, что для нас остается наиболее важным провести достаточно четкое вакцинирование. И вакцинирование прежде всего граждан старшего поколения и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В республике на настоящий момент свернуты и прекратили действовать реанимационные койки на базе Республиканской больницы номер 1 и Республиканской больницы номер 3. Основным ударным стационаром третьего уровня, соответственно, остается также нести свою ношу, так сказать, медицинскую, продолжает Якутская республиканская клиническая больница. И к врачам и медицинским работникам которой хотелось бы обратиться и пожелать им и терпения, и выдержки, и, конечно же, работы в новых условиях. Сегодня 1 марта, когда указом главы Республики Саха-Якутия, к сожалению, не удалось нам все-таки преодолеть ситуацию и меры, которые связаны с самоизоляцией граждан, и режим повышенной готовности продлен по 15 марта 2021 года. Однако для ряда организаций определенные послабления у нас в указе определены. Главой Республики Саха-Якутия сняты ограничения по времени работы, соответственно, спортивных учреждений. Как вы помните, спортивные учреждения у нас работали только в утреннее время. На настоящий момент подобного рода ограничения снято, в связи с чем перед Министерством спорта Республики будет поставлена четкая задача, так же, как и перед администрациями районов, отследить санитарно-эпидемиологическое благополучие и с соблюдением всех санитарных норм и требований, соответственно, разрешить работу этих непосредственно спортивных комплексов, учреждений как таковых.
Сохраняется до 15 по 15 марта режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В республике сохраняется масочный режим дистанцирования. В связи с чем, я обращаю внимание граждан на то, что у нас наступает весна, новый эпидсезон. Пожалуйста, более лучше или трепетней, или вежливее относитесь к своему здоровью. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе, а мы продолжаем выпуск новостей. 5 случаев мобильного мошенничества выявили в Горном районе в прошлом году и за первые 2 месяца текущего года. 2 преступления из указанной категории совершены с использованием мобильных телефонов, когда преступники, неправомерно завладев номерами жертв, переводили с использованием мобильного банка деньги на свои счета или на счета третьих лиц. Кроме этого, 3 преступления связаны с мошенническими действиями злоумышленников, когда неизвестные лица по телефону предлагают гражданам дистанционно приобрести те или иные товары по выгодной цене, дав заведомо ложное обещание направить товар почтой, при этом требуя предоплату мобильным банкам либо через интернет. После перечисления денежных средств злоумышленники перестают выходить на связь, а граждане обещанные не получают. По всем вышеуказанным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», по некоторым из которых виновные лица привлечены к уголовной ответственности. По некоторым делам в настоящее время ведется предварительное расследование. В Якутске отремонтируют здание детского подросткового центра в этом году. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности мэра города Евгений Григорьев. Он отмечает, что здание в настоящее время не работает на полную мощность. Для ремонтных работ требуется более 14 миллионов рублей. Отметим, что в феврале этого года вышло постановление правительства, согласно которому заработная плата работников дошкольного образования вошла в республиканскую субвенцию. Сэкономленные деньги городского бюджета пойдут на ремонт здания. Мы с 2012 года ждали ремонта нашего здания, которое находится на Клары Цеткин. На это здание очень большие планы, потому что здесь должны быть кабинеты, мастерские оборудованы для того, чтобы ребята здесь проходили профессиональные пробы. И сегодня к нам приехал Евгений Николаевич, осмотрели здание и приняли решение о том, что это здание наконец-то попадет в перечень тех зданий, которые должны быть отремонтированы в городе Якутске. Мы надеемся, что здесь будет проведен ремонт, и в скором времени для всех детей города откроется новый центр, детский подростковый центр, а здесь он будет называться Детский креативный центр «Шар». Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в этом году. Федеральный институт родных языков народов России в рамках проекта «Дети Арктики» разрабатывает образовательный портал и учебные пособия. Сайт будет содержать информацию об образовательных программах и о той литературе, которая сегодня создается, в том числе на родных языках КМНС. Помимо этого, на портале будет освещена система образования в арктических регионах, учитывая специфику Севера. На сегодняшний день дети, проживающие в отдаленных районах республики и страны, лишены возможностей, которыми пользуются дети из центральных районов. Таким образом, данный проект нацелен на восполнение указанных пробелов образования. Он будет содержать контент, связанный именно с развитием Арктики, с развитием языков коренных народов. Какие-то интерактивные будут блоки в этом портале. То есть он откроет возможности для наших ребят и получать информацию, участвовать в каких-то образовательных проектах. Ну и надеемся, что федеральное правительство все-таки поддержит нашу инициативу по разработке государственной программы «Дети Арктики», федеральной, и тогда дети смогут также выезжать на отдых, на оздоровление, а также участие в различных фестивалях, конкурсах, соревнованиях и так далее. В Алекминске возникла проблема нехватки пожарных гидрантов. Проверки показали, что некоторые из них либо отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии. Это касается и пожарных водоемов. Елена Фаст подробнее о ситуации. Выезд на места, где располагаются пожарные гидранты, наглядно показал, частью из них воспользоваться невозможно. А это значит, при возникновении возгорания тушение его станет проблематичным, как, собственно, уже бывало. Многоквартирный двухэтажный дом по улице Кузьмина в поселке Авиапорт. Получилось так, что на начальной стадии
тоже были перебои с водой, хотя буквально в 150 метрах находился пожарный водоем, но на момент пожара выяснилось, что он находился в размороженном состоянии. По осенней проверке, которые мы проводили, он был в рабочем состоянии. На учете стоит 19 пожарных гидрантов. На момент проверки 5 нерабочие. Часть требует приведения в соответствие. Пожарных водоемов 18, из них 6 неисправны. На самом деле вопрос более чем важный. Спецтехника имеет запас в 6 кубов воды. Хватает его на 10 минут работы. И оно имеет первостепенную важность в тушении пожара, так как без воды невозможно потушить ни любое загорание. То, что выезжает дежурный караул и имеющаяся наша техника, она имеет наличие воды, но она предназначена для непродолжительной работы. Поэтому для ликвидации более успешной необходимо и вот именно обеспечение водой. Город расширяется, и на сегодня эти районы безводные. Ранее в АТП была дежурная водовозка, которая была готова выехать по сигналу. Сейчас такого нет. Помогает филиал ГУП ЖКХ, но у них другие цели, а это потеря времени. Самая большая проблема – конкретного ответственного за содержание гидрантов и емкостей нет. В настоящий момент нет ответственного лица, отвечающего за противопожарное водоснабжение. Ни город, ни ГУП ЖКХ на себя не берут такую ответственность на обслуживание водоснабжения. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Якутская параспортсменка Степанида Артахинова завоевала 2 золота в рейтинговом турнире в Дубае. Сообщается, что одну медаль она выиграла в открытой женской квалификации, вторую в паре со спортсменом из Московской области Наилем Гатиным. Всего в командном финале пара россиян набрала 1351 очко, опередив ближайших соперников из Турции на 5 баллов. В турнире по стрельбе из лука приняли участие около 70 спортсменов из России, Франции, Индии, Казахстана, Турции и других стран. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать безопасную дистанцию. В скором времени мы вернемся с большим часовым выпуском новостей. Оставайтесь с нами.